Святой мученик Ермий жил во II веке при императоре Антонине Пии, когда Римская империя переживала один из периодов ожесточенных гонений на христиан. Родом он был из города Команы, расположенного в Каппадокии, в тех местах, где христианская вера глубоко пустила корни еще в апостольские времена. Святой Ермий с юности отличался благочестием и твердостью в вере. Он служил в римском войске и достиг преклонного возраста, оставаясь воином как телом, так и духом. Несмотря на воинский чин, он всей душою служил Царю Небесному и не скрывал своей принадлежности ко Христу. Когда проконсул Себастий прибыл в Команы с приказом очистить регион от христиан, начались массовые аресты. Ермий сам пришел к властям, чтобы исповедовать свою веру, и предстал перед правителем. Увидев перед собой седовласого старца, правитель попытался действовать убеждением. «Зачем, Ермий, в своей старости губишь свою жизнь? Поклонись богам, принеси жертву, и не только обретешь прощение, но и почет». На это святой ответил: «Я от юности своей служу Христу моему Спасителю, и не отрекусь от Него ни при угрозах, ни в страданиях. Тело может быть разрушено, но душа моя не покорится тьме». Разгневанный правитель приказал подвергнуть Ермия пыткам. Его били железными прутьями, ломали кости, кожу резали ножами, выбили зубы, но он терпел все мужественно, не возроптав. После этого его бросили в печь с раскаленным железом, но пламя не тронуло его, он стоял в огне, как в прохладной росе. Ангел Господень охранял его. Это чудо привело правителя в ярость, и он велел позвать волхва, чтобы тот своей магией сломил силу мученика. Волх начал колдовство, но внезапно ослеп. Он понял, что перед ним не простой человек, а Божий святой. Слепой волх впал ниц и закричал: «Великий Бог, в которого верит Ермий! Я уверовал в Него». Святой Ермий возложил на него руку и с молитвой исцелил. Тот прозрел. Новообращенный тут же был обезглавлен, и церковь впоследствии также почитала его как мученика. Ермия продолжали подвергать мукам. Его подвесили вниз головой, жгли свечами, терзали тело клещами. Когда истязатели утомились, а Ермий оставался жив, правитель в отчаянии велел отсечь ему главу. Перед казнью святой вознес молитву, в которой благодарил Господа за дар страдания, за имя Его. С этими словами он преклонил главу под меч и предал душу в руки Божии. Его честное тело было брошено за городом. Христиане ночью с риском для жизни забрали его и с почетом похоронили в одной из пещер близ Коман. С тех пор от гроба святого Ермия начались чудеса. Многие больные получали исцеление, страдающие – утешение, слепые – прозрение. Особенно известно одно видение, бывшее благочестивому иконописцу. Святой Ермий явился ему в сиянии и повелел написать свой образ. С тех пор его икона стала источником благодати и помощи воинствующим христианам и всем, кто призывает его с верой.